Ребята, сегодняшнее наше мероприятие «Дети против террора» посвящается всем жертвам терактов. Мы с вами родились и живем в огромной стране, которая перенесла две мировые войны. Первая мировая война с 1914 года по 1918 год и Вторая мировая война с 1941 года по 1945 год. События и факты этих периодов нашей жизни вы знаете по рассказам педагогов, участников, из уроков истории и по фильмам. Но вот уже более 10 лет, можно сказать, идет Третья мировая война. Вся планета борется с терроризмом. Международный терроризм – это главная угроза сегодняшнего дня. Так кто же такой террорист? Это тот, который совершает насилие для устрашения людей. Террористы убивают людей, устраивают теракты, поджоги, угоняют самолеты. Любой теракт, война – это горечь, это слезы, это боль. Это страшное потрясение для здравомыслящего человека. В результате терактов страдают ни в чем не повинные люди, погибают дети. В современной России наиболее громкие теракты связаны с Чеченской войной и деятельностью чеченских сепаратистов. Давайте вспомним. Это Норд-Ост, это Ставрополь, это Кизляр, это Каспийск, взрывы метро в Санкт-Петербурге, в московском метро. И самым страшным из них был теракт, который был совершен в 2004 году, в сентябре, когда террористы напали в Беслане на школу. Погибло много детей. Ребята, посмотрите, как прекрасен этот мир, в котором мы живем, где благоухают цветы, поют птицы, порхают бабочки. Разве люди должны убивать друг друга? Нет, конечно. Все дети на нашей планете, все люди, независимо от религиозных убеждений и от цвета кожи, должны жить в мирном мире. Дети должны быть обуты, сыты, одеты. Не должны страдать дети, у них должно быть счастливое детство. И радость, это песня, это дружба и мечты. Детство, детство, детство это краски и радуг. Детство, детство, детство это я и ты. Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети, должны смеяться дети,
Родился он и подал голосок, как будто он окликнул всю планету. И шумная волна ушла в песок, и стихло море, и застыли ветры. И в наших лицах удивления нет, что чудо величайшей природы, которому пройти огни и воды, беспомощным рождается на свет. Нет ничего дороже на земле, чем улыбка ребенка. Ребенок улыбается, значит светит солнце, мирно колосится поле, не звучат взрывы, не горят деревни и города. Что может быть страшнее смерти? Смерти ребенка, смерти бессмысленной и жестокой, смерти от руки взрослого, призванного самой природой защищать и растить дитя. Мы посвящаем сегодняшнее мероприятие детям, которые не допели и не доиграли. Их улыбки были стерты взрослой бесчеловечностью и жестокостью в самом начале их жизни. Их родители, дедушки и бабушки уже никогда в своей жизни не будут в полном мере счастливы. Наше мероприятие называется «Ангел памяти». Сегодня мы вспомним о страшных событиях, в которых погибли ни в чем не повинные дети. К сожалению, никто из нас не застрахован от подобной ситуации. И всему этому одно страшное название – терроризм. Пусть время стирает встречные лица, но в памяти вечно будут они. Те жертвы терактов, те жертвы убийств и те, кто, увы, не вернулся с войны. Стреляли в спину, подло сзади, всему народу, всей земле. И те, кто убивал в Беслане, и те, кто убивал в Чечне. Но и не забыть земле российской, Москве, что взорваны дома, метро и только списки. Списки, сколько смерть взяла. А завтра может вновь случиться и новый взрыв, и крики вдов, и будет смерть черная птица на нас глядеть из-за углов. Но не сломить бандитам воли, надежд на лучшие года. Всего народа русской доли, в том наша правда навсегда. Теснее сплотим ряды мы вместе, и терроризму скажем нет. Пусть 100 лет или даже 200, Россия будет жить без бед. Страшным останется в памяти сентябрьское утро 2004 года в Бесланской школе номер 1, Северная Осетия, Россия, был совершен террористический акт. Около 1500 человек содержались в тесном спортзале Бесланской школы в нечеловеческих условиях. Спустя несколько дней после захвата школы в городе Беслане Россия хоронила 331 человека. Из них 186 детей, погибших от рук нелюдей в человеческом обличии. Весь мир с ужасом замер 1 сентября 2004 года. Весь мир оплакивал погибших 3 сентября. Мечта детей Беслана в те роковые дни. Хоть чашечку, стаканчик, ну хоть глоток воды. Последнее желание, последний крик души. Ну дайте нам водички, воды, воды, воды. А вечером 2 заснуть все не могли. И пить очень хотели, и съели все цветы. Вдруг разговор о смерти тихонько завели. Мальчишка им поведал историю о том, что ангелов красивых недавно видел он. Летели и смеялись, со шлейфами они, и на детей похожи. Наверное, это мы. Мы полетим далеко, на небо, прямо в рай. Ведь умирать не страшно, не плачь, не унывай. Разве это люди? Нет, не люди. Люди не стреляют детям в спины. Люди насилуют девчонок. Люди не приносят в школу мины. Кровь и слезы, ненависть и страх. В крохотных сердечках пусть гремит набат во всех церквях. Мы за упокой поставим свечку. Вы, кто плачет, потеряв родных,
Знаете, мир весь плачет с вами. Помолчим, понятно. Все, итак, нашу скорбь не выразить словами. 23 октября 2017 года исполнилось 15 лет террористического акта на Дубровке, Норд-Ост. Теракт на Дубровке – это террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мавсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры «Московский подшипник». 23 октября 2002 года в 21:15 в здании театрального центра на Дубровке ворвались вооруженные люди в камуфляже, прибывшие на 3 микроавтобусах. В это время в театральном центре шел мюзикл «Норд-Ост». В зале находилось более 800 человек. Террористы стали сгонять всех людей в зал и объявили всех заложниками. Всего в заложники были захвачены 912 человек. Гром грянул, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез, горячих и горючих! Земля моя, скажи мне, что с тобою? Ты много горя видела людское, ты миллионы лет цвела для нас. Но испытала ли ты хотя бы раз такой позор и варварство такое? Террористы заминировали здание. Они уложили бомбы вдоль стен зрительного зала на расстоянии 5 метров друг от друга. А в центре него и на балконе разместили металлические баллоны, рядом с которыми постоянно дежурили смертницы. Боевики вели себя крайне агрессивно. От их рук в зале театрального центра погибло несколько человек. Во избежание массовых жертв было принято решение провести спецоперацию с силами Центра специального назначения ФСБ и применить нервно-паралитический газ, позволяющий почти мгновенно вывести из строя смертников. В результате операции по освобождению заложников были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. Общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников, из них 10 детей. На сердце России такие есть раны, их время не лечит, моли не моли. Нам не позабыть то, что было в Беслане, невидимой точке на лоне земли. И будет земля содрогаться от боли, лишь осень пожаром листву опалит. Ей вспомнятся дети, захваченные в школе, просящие жалобно пить. Пытается разум вместить и не может. Какой это Ирод решил их судьбу? Возносится к небу, спаси ты нас, Боже, молитва из детских иссохшихся губ. Услышал Господь сквозь огонь и сквозь взрывы, Он руки пронзенные к вам протянул. Из ада кромешного в небо ушли вы, прощая убийц и страну. На сердце планеты такие есть раны, их время не лечит, бессильно оно. Земляне, отныне вы все из Беслана, нам боль его всем пережить суждено. Спаси нас, Господь, от кровавой угрозы, для счастья детей помоги сохранить. Покуда текут материнские слезы, не сможем спокойно мы жить. 31 октября 2015 года произошла крупная авиационная катастрофа над центральной частью Синайского полуострова. Она стала одновременно крупнейшей катастрофой в истории Египта и самолетов семейства Airbus A320, а также самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации. Красивое и светлое, но грустное лицо смотрит с портрета в душу. С венка упавший алый лепесток, как будто говорит тебе: послушай, ты знаешь, кто он и кем когда-то был? Он был, как ты, был так же юн, беспечен, был так же полон жизни, полон сил.
любил смотреть на звезды в теплый вечер. Он начал жить, не думал ни о чем. Как все, один из нас, такой, как мы. Ему казалось все так нипочем. Он верил в мощь родной страны. Случилось с ним, но хоть и не со мной, он также, наши слезы, наши тоже. А завтра пусть не он, пускай другой. Не остановишь и не поможешь. Он наш близнец, как в 1000 зеркал. Все близнецы, хотя похожи слабо. На борту самолета находилось 224 человека, пассажиры, дети, 7 членов экипажа. Все они были россиянами. Лайнер выполнял туристический рейс между Шарм-эль-Шейхом и Санкт-Петербургом и через 25 минут после взлета упал на Синайском полуострове. Это был теракт, организованный группировкой ИГИЛ. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что причиной крушения российского лайнера стал теракт. На борту А-321 сработало самодельное взрывное устройство. Взрывчатка была заложена под сиденьем 31А, на котором располагалась 15-летняя Маша, жительница Ленинградской области. Стоишь ты неокрепшими ногами, ручонками опешись на стекло, и смотришь вдаль туда, где грозные железные машины готовятся ко взлету своему. Такое ненавязчивое фото, но душу рвет, сил просто больше нет. Ты правда главный пассажир полета в жизнь, которой больше нет. За что ты, смерть злодейка, своей костлявой рукой отняла жизнь у стольких пассажиров, решив, что все они с тобой? А эта маленькая кроха, ее ведь жизнь вот только началась. Теперь она застыла в этом фото, как символ рейса 9268. Еще вчера вы были живы, мечтали, думали, любили, но рок судьбы нить разорвал и молодую жизнь забрал. Еще вчера вы обнимали отца, мать, брата и сестру, и грудь свободою дышала, ну а сегодня вы в раю. Чем можем вам помочь, не знаю, но Бог сжимает сердце мне, я к Богу сердцем призываю, и слезы душат душу мне. Ну а сейчас мы с вами вместе, молитвы, слезы и слова обращены к Нему, а я лишь скорблю и помню вас всегда. Кончая эти строки, плачу, не холодна слеза моя. Я знаю, вы теперь свободны, вас не забудут никогда. В памяти погибших в терактах объявляется минута молчания. Когда это было в детстве, а может во сне. А есть на крыше гнездо для любимой свил по весне. Чудился мне он и в странствиях дальних символом верной любви. Люди, прошу, не спугните случайно аистовых. Люди, прошу я, потише, потише, войны пусть гибнут во мгле. Аист на крыше, аист на крыше, мир на земле. Аист на крыше, аист на крыше, мир на земле. Аист на крыше гнездо с аистенком ночью и днем бережет. Ну а в том доме под крышей девчонка счастья так ждет.
Люди в Нью-Йорке, в Берлине, в Париже, верьте друг другу и мне. Аист на крыше, счастье под крышей, мир на земле. Люди, прошу я, потише, потише. Войны пусть гибнут во мгле. Аист на крыше, аист на крыше. Мир на земле. Аист на крыше, аист на крыше. Мир на земле. Мы дети этой страны, дети этой эпохи. Хотим жить без войны, без страданий, без боли. Хотим жить, не боясь ни метро, ни вокзалов, школ вновь. Торопясь, не хотим слышать залпы. Детям детство нужно, а не бомбы и взрывы. Мы страдаем за что? Будьте вы справедливы. Хватит бомбы взрывать, убивать без причины. Хватит кровь проливать, ведь вы же мужчины. Мы великий народ на огромной планете. Не допустим террор, будут счастливы дети. Проклинаем террор, руки прочь от планеты. Террористам отпор, это наши ответы. Желаем вам солнца и голубого неба над головой. Пусть рядом с вами всегда будут ваши родные и близкие, дорогие вам люди. Оставайтесь человечными, и тогда мир станет добрее. Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела. И именно это добиваются террористы. Но нужно быть в любой ситуации бдительным и осторожным. Все мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это закончится. И слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда. Теракты омерзительны и гадки, тупые выходки трусливых подлецов, больных людей, змеиные припадки, разносчиков воинственных грехов. Теракты – очень страшное явление, теней преступников мир зыбкости надежд. С душой пишу свое стихотворение, с душою, без прикрытия одежд. Теракты – визг закрытого предательства. Теракты льется человеческая кровь. Все факты их любого обстоятельства уничтожают святость и любовь. Завистливые скопища придурков горгону смерть по кругу запускают. Из выкуренных злобностью окурков свои сигары снова собирают. И ставят их в публичную продажу с ухмылкою заморских продавцов. Пополнив смертью жизненную баржу, презрев наказы мудрых праотцов. Бесчеловечно греют свои руки на бедах и несчастье лихих, но времена всевидящей поруки осудят их, безжалостных других, предавших истину и память, взрывающихся светлые мечты. Запомни все, любовь здесь будет править для продолжения вечной красоты. С мечтой полетов, с мистикой явлений, приумножая знания в сердцах, навек запомним черноту затмений, переживая с болью древний страх. Страдая, выявляя все ошибки, раскусывая смерти удела, вернем на лица радости улыбки, чтоб на земле любовь всегда цвела. Миру нужен солнце, яркий свет, чтоб не проливалась кровь людей, чтоб не было погибших детей. Нет причины для смертей и слез. Взрослые, слышите, это всерьез. Мы не устанем опять повторять. Вы не должны людей убивать. Не на могилу несите на цветы. Цветут они для мирной красоты. Горе семью вы нести не должны. Дружба и счастье людям нужны. Почему не хотят услышать нас? Мы можем повторить 1000 раз. Нет терроризму, нет войне. Мы хотим жить в мирной стране. Нам нужен мир, тебе и мне, и всем на свете детям. И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим. Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство. Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство.
Мы презираем, мы осуждаем тех, кто так подло жизни лишает малых детишек, невинных созданий. Пусть гинут все, кто зло совершает. Давайте все объединимся вокруг проблемы терроризма. Сплочены будем в мыслях, в деле, ведь мы сильнее в самом деле. Это подло и нечестно безоружных убивать. В жизни каждому известно, волю злу нельзя давать. Пусть скорее канет в лету беспредельщик терроризм. Злодей к ответу, пусть восторжествует жизнь. Солнечный